Наш дом, наш район – это следствие единой аварии. Это жители второго дома по улице Адаратского. Многоэтажке почти 20 лет и ни разу не было серьезных коммунальных аварий. С 8 сентября, по их словам, они живут как в аду. Причина в стойком запахе канализации. Он доходит даже до верхнего 9-го этажа. Но даже если я поднимаюсь к себе на площадку на 6-й этаж, запах есть. Это при том, что у нас форточка открыта. Это, как бы еще не зима, не мороз. Но будет мороз, мы, конечно, эту форточку вынуждены будем закрыть. Люди задыхаются, затыкают всеми возможными способами какие-то вот эти вот каналы, которые связывают с подвалом. Из лифтовых шахт это все идет, и просто это очень вредно и по содержанию вот этих вот предельно допустимых, видимо, веществ. Я уж молчу про то, что фундамент дома разъедается и проникает вода сейчас вот вокруг колодцев. Есть моменты в подвале, да, где кирпичная кладка течет вместе вот с этими фекалиями. Причина коммунального ада – фекальная вода в подвале, которая появилась месяц назад и стоит до сих пор. Глубина почти полметра. Жители рассказывают, вызывали спецслужбы, пытались откачать, но воды меньше не становится. Писали в водоканал письмо, написали Роспотребнадзор, написали письмо в прокуратуру. Отопительные трубы все проходят около, то есть внизу. Они все находятся сейчас под этими канализационными фекалиями в воде. Вот. Зима уже не за горами. То есть если будет зима начнется, то у нас уже пойдет пар. Причиной своих бед жители считают аварию на канализационном коллекторе. Около года назад провал случился на улице Чистопольская. По мнению жителей, полностью сети не восстановили. И якобы из-за этого канализационные колодцы у их домов почти полные. А из-за возможных протечек стоки через каменную кладку дома попадают в подвал, утверждают казанцы. Осталось 5 сантиметров до кабеля. Мы останемся без электричества, и весь дом. Здесь 1000 жителей, дети, мы без жилья остались. Проблема очевидна. Превышение уровня давления на канализационных вод на наше здание. В данном случае превышает 0,7 метров. Никакими насосами мы это не сможем выкачать. Сегодня активисты дома побывали на приеме в водоканале. После к ним приехала специальная бригада. Откачивали до позднего вечера, но, по словам председателя дома, безрезультатно. У нас происходит излив в подвальные помещения жилых домов в связи с тем, что у них отсутствует герметичность подвалов. То есть здесь мы говорим о чем? О том, что внутридомовые сети, их эксплуатация и содержание жилого фонда в плане канализационных сетей лежит, конечно, ответственность прежде всего на управляющих компаниях или тех организациях, которые они выбирают для управления жилым своим домом. По словам Эльвиры Левады, нечистоты в подвале появляются из-за негерметичности труб. Если это происходит в пределах придомовой территории, до первого колодца устранять неисправность должны сами жильцы, в случае, если у них ТСЖ. Здесь до границы раздела мы несем ответственность. Граница раздела в основном колодец. Первый колодец, ближайший колодец дома, там, где происходит у нас, получается, врезка уже в магистраль. У них же выделяются деньги на обслуживание, капитальный ремонт сети. Мы обслуживаем магистрали. То есть магистральные сети, которые дальше уносят эту хозфекальную канализацию, уже на очистные сооружения и так далее. Как сообщили в водоканале, аварии на канализационном коллекторе, который обслуживает Новосавиновский район, не являются причиной проблемы на Адаратского 2. Только жители дома с позиции водоканала не согласны и намерены обращаться в вышестоящие надзорные органы. Юлия Гоголева, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань.